Так, ассаламу алейкум, кадірлі достар, ғазиз қардашларым, қайырлы кеш туғаннар, милләттәшләр, дин қардашларым, бүгін бик тә қадірлі һәм бик тә абыройлы көн, 30 август көне 1909 елда, 90 елда Татарстан Республикасы үзенең суверенитет икәнен игълан итте. Ушбу мөһим документны югары шура, ягъни югары совет кабул итте. Шуннан соң 92 елда, сез беләсез инде, референдум нигезендә бу безнең тарихи һәм сәяси вакыйга адым беркетелде, теркәлде һәм халык киң җәмәгатьчелек тарафыннан исбатланды. Мөмкин булса мин бүгенге эфирымны рус телендә алып барачакмын, әгәр дә сорауларыгыз мәсәлән татар телендә булса, татар телендә җавап бирәчәкмен. Ни өчен дигәндә, чөнки күп кенә кызганычка каршы милләттәшләребез татар телен белми, һәм дә күп кенә караучылар башка милләт вәкилләре. Итак, дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня очень важный день для татарского народа и для Республики Татарстан. В этот день, 33 года назад, в 1990 году, Верховный Совет Республики Татарстан принял декларацию о государственном суверенитете Республики Татарстан. И с этого дня мы начинаем отчет восстановленной государственности татарского народа. Пусть и в виде той республики, тех административных границ, которые были приняты в 1920 году и фактически навязаны большевистским руководством. Как бы там ни было, но мы считаем, что после 16, 17, 18 веков, когда были поочередно присоединены к Российской империи несколько ханств златоордынских, это восстановление государственности тюрко-татарского народа. Конечно, к сожалению, мы должны признать этот факт. Сегодня этот день не отмечается как День суверенитета, он отмечается как День Республики Татарстан и города Казани. С какого момента произошла вот эта вот трансформация? Насколько я помню, где-то, наверное, со второго срока Владимира Путина слово «суверенитет» вот в празднованиях стало убираться и постепенно стало замещаться понятием «республика кенне» или «жемхрият кенне», День Республики. И туда же к 5 году присовокупили День Казани, потому что в 2005 году было официальное празднование тысячелетия Казани. Понятно, что трудно сказать, в какой день Казань была учреждена в глубокой древности, но вот решили тем самым прикрепить ее к 30 августа, чтобы размыть идею того, что в этот день, 30 августа 90 года, была принята историческая декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан. Кстати говоря, раньше, чем у многих союзных республик. Очень у многих. То есть Татарстан был одним из первых, кто эту декларацию принял и взял на себя эту ответственность. Потом, вы знаете, мы много с вами об этом говорили, были сложные события. И война в Чеченской республике Ичкерия, и угрозы Татарстану в 92-м, 93-х годах. А в 92-м году в марте месяце был проведен референдум, где практически 2/3 населения проголосовали за статус Республики Татарстан как независимого государства, субъекта международного права,
ассоциированного с Российской Федерацией на основе особых соглашений. То есть все форматы и все атрибуты государственности были подтверждены народу. А то, что написано пером, уже не вырубишь топором. То есть подтверждение, политическое подтверждение волеизъявления татарстанцев, а там участвовали не только татары в голосовании, как мы понимаем. Если вы возьмете тогда, 30 лет назад, этнический состав русских и татар, то оно было примерно поровну. То есть получается, что достаточно существенный процент русских людей проголосовали за. Потому что они видели, что Татарстан, в принципе, способен развиваться успешно, динамично. И они анализировали, видели, как живут соседние областя, в том числе Срединной России, так называемой. И, конечно, делали определенные выводы, анализы проводили. Естественно, хотели, потому что они жили долго, многие из них хорошо относились к татарам и не считали ничего плохого в том, что мы будем жить вот в неком обособленном самостоятельном статусе. Затем, к сожалению, ситуации развивались стремительно, была развязана, как я уже сказал, война, и она, конечно, внесла свои коррективы. Многие тогда понимали, что если Москва пойдет войной на Татарстан, то будет тяжело сопротивляться, как Чеченской Республике. Она все-таки горная республика, да, там есть выходы к внешним границам, это более компактное население, моноэтничное, в отличие от Татарстана, который окружен со всех сторон, и, в общем-то, танками окружали, и нету гор, ну и так далее, нету внешней подпитки. То есть там много всевозможных обстоятельств, которые говорили, к сожалению, в пользу того, что военным образом сопротивляться будет сложно. Хотя, я знаю точно, были предприняты тогдашним руководством Республики Татарстан определенные действия организационно-военного характера. Были такие действия. Была дана команда создавать национальную гвардию, Milli Гаскариет, түзүү махсус карар кабыл этилди. Но вот Ельцин полез на Кавказ и немножко отстал от Татарстана. В 1994 году был подписан федеративный так называемый договор на 10 лет. На 10 лет он был подписан, и подразумевалось, что по истечении этого срока, этой декады, будет он пересмотрен. Что говорил этот федеративный договор? А его не подписали Татарстан и Ичкерия. В том статусе, который предлагал Ельцин переподписать и учредить новую федерацию. Значит, что в договоре было? Гражданство Республики Татарстан, особый статус, что с Россией, с Российской Федерацией связаны на основе договорных отношений, то есть так называемых ассоциативного членства. То есть мы создаем некую ассоциацию, но при этом Татарстан является самостоятельным субъектом еще и международного права. То есть он основывается на документах международного характера. И 10 лет до прихода Владимира Путина, в 2004 году, когда договор истек, фактически, понятно, что была новая уже политическая реальность. Путинская система отказывалась признавать этот договор, и они 3 года его не подписывали. То есть 3 года морочили голову, что нет, не подпишем. В этом большие усилия предпринимал Сергей Кириенко, который тогда был полпредом в Приволжском федеральном округе. Подписали
спустя 3 года, но уже в сильно разбавленном, усеченном виде, убрали многие аспекты, что член субъект международного права и все остальное до 2017 года. В 2017 году, мы много с вами об этом говорили, была предпринята массивная атака на Республику Татарстан, прежде всего. А после уже на остальные народы, просто потому что понимали, что Татарстан всегда был впереди именно этих процессов самоопределения народов, но она выражалась в виде федерализма. Да. Был сначала сокрушен Татфондбанк, он считался банковской финансовой основой Татарстана. Понятно, что там не обошлось без воровства татарстанских чиновников, это отдельная история. Следующий момент, в 2017 году, когда Путин организует спецоперацию, что, дескать, в школах Татарстана заставляет изучать татарский язык русскоязычному населению, а после чего происходят вот эти драматические события, прокурорские проверки, десанты силовиков. Просто я в этом активно участвовал, и, вы знаете, были суды на этот счет, то есть была очень такая серьезная спецоперация. И следующее, в 2017 году они прямо сказали, что они не будут продлевать этот договор, потому что смысла в нем нет. Но здесь получается одна очень интересная загвоздка, одна интересная деталь. Так как Татарстан не входил ни в состав российского государства и фактически выстраивал свои отношения с Москвой на основе этих федеративных договоров, то неподписание его фактически привело к тому, что мы находимся во взаимоотношениях, которые не имеют юридической связанности. То есть они не подкреплены ничем. Фактически Татарстан, по сути своей, сейчас, он самостоятельный, он суверенен, потому что никаких документов о том, что вот мы вошли добровольно, как там другие, нету этого. Нету, на основе чего? Хорошо скажешь, ну вот же признают, да, но это силовое принуждение. Понимаете, когда берут заложники, террористы, людей и заставляют их там делать то, сё и так далее, или когда грабитель врывается в дом и заставляет вас подписать бумажку о том, что вы отказываетесь от своего дома в пользу этого преступника. Это не говорит о том, что он юридически имеет право на ваш дом, который он грабит. Суд признает это как отягчающее обстоятельство, что вы действуете вполне естественным образом в юридической практике и в юридической теории есть такое обоснование, что вы действуете, исходя из того, чтобы сохранить свою жизнь, поэтому подписываете все, что угодно. А потом уже суд говорит, что он подписал из-за того, что было силовое давление, поэтому этот документ недействителен. Недействителен. Ну вот, кто с нотариусом связывался, знает, наверное, как это происходит. Обязательно, если там происходит переписывание права собственности какого-то старого человека-инвалида на каких-то своих родственников, обязательно его расспрашивает нотариус, так сказать, выясняет, не согласен ли он вследствие некого давления или манипуляции в отношении него. То есть здесь работает тот же самый принцип. Потом. Ведь референдум никто не отменял. Они переписали Конституцию. Да, убрали понятие суверенитет. Убрали понятие гражданства Татарстана. Гражданин Республики Татарстан. Убрали там обязательное знание татарского языка, значит, руководителю республики. Убрали институт президентства, да, там оставили раис и так далее. Но Конституцию принимал народ, за суверенитет голосовал народ, и все остальные вот эти вот потуги и манипуляции,
они юридически ничто не значат. Потому что вы не можете вырубить то, что, как я уже сказал, написано пером. То, что проголосовал народ. Так что здесь все очевидно. Халыкның ихтиярын булай гына сызып ташлап булмый. Невозможно просто так взять и вырезать волеизъявление и политическую волю народа. И это они прекрасно понимают, конечно. И поэтому, когда ситуация будет меняться, она будет меняться в скором времени, не надо впадать в пессимизм. Вы увидите, что эти все правовые нормы мы восстановим. А восстановим, потому что все, что сейчас происходит, это насилие. Путинская система – это насильник. Это насильник. Потому что она действует уже вне правовых норм, которые сама же когда-то установила. Россия себя убрала, фактически выпилила из системы международных отношений. Поэтому весь мир понимает, что Россия агрессор, что она не соблюдает никакие нормы правовые, международные договора и так далее. И здесь то же самое. И здесь то же самое. Мало ли, что они там принимали. Мало ли, как они там Конституцию переписали. Все прекрасно понимают, что это нелегитимный акт. Следующий очень важный момент. Вы знаете, что международная система сейчас является продуктом Ялтинского мира 1945 года, так называемых стран-победительниц во Второй мировой войне. И вся архитектура международных отношений построена именно на этом. И СССР имел особый привилегированный статус. За счет этого статуса он стал членом Совета Безопасности ООН. Но сейчас-то мы видим, что Россия агрессор. Постялтинский мир ушел в прошлое. Россия не является гарантом мира во всем мире, потому что она агрессор просто и вот этой ядерной дубиной размахивает. Соответственно, идет переформатирование мира, и Россия уже, то, что называется, Россия не имеет права диктовать остальному миру, диктует она по причине как бы своего силового присутствия, а в остальном нет, ни юридическом, ни в правовом, ни в моральном плане нет. Поэтому, когда будут пересматривать все отношения, мы, естественно, заявим и скажем, что, дорогие друзья, начиная с 1552 года и заканчивая 18 веком, когда были захвачены остальные ханства, мы бились все это время. Мы захваченный народ. Нас эксплуатировали, наши недра изымали, наш язык запрещали, наши мечети ломали, сжигали, начиная с 16 века и заканчивая сейчасшним временем. И когда многие говорят о том, что вы плохо сопротивляетесь, мы им должны сказать: господа хорошие, почти 500 лет мы ведем эту борьбу. Где-то открыто, где-то тайно. Но мы сохранили многое из того, что многие теряют за 20 лет. Мечети, ислам сохранили как основу татарской нации. Язык, школы, образование. Даже в советское время татары был один из двух народов в РСФСР, который имел полный цикл образования на родном языке. От детских садов до высшей школы и докторантуры, аспирантуры. Несмотря на то, что вырезали пачками, запрещали, расселяли, татары же живут в дисперсном виде. Не только в Республике Татарстан, там меньше 30% татар. И было тяжело выстраивать эти сети. Давили, притесняли. Не мимикрировали, как остальные. Берут там русскую фамилию, имя, и все как бы подстраивается. А то ты
изначально враг, потому что ты мусульманин, потому что ты тюрок, потому что ты татарин, и ты сопротивляешься ассимиляции. И говорить о том, что вы там сидите, ничего не делаете, это неправильно. Попробуйте, дорогие друзья, сопротивляться так, как сопротивлялись наши предки. Давили, устраивали геноциды, голод в Поволжье, такой же, как Ашар-Шылык в Казахстане, голодомор в Украине. Но это продолжалось на протяжении столетий. И восстания были, и совершали хиджру на Урал, в Сибирь, на территории Османского государства. Столетиями, но сопротивлялись все равно. И сейчас, в 90-м году, когда предоставилась такая возможность, тут же проявили политическую волю и смогли политически выстроиться, создать. Поэтому критикам такого толка мне охота сказать: залезьте в эту шкуру, поезжайте, попробуйте, посмотрим. Когда в Республике Татарстан, наряду с Ичкерией, самое большое количество силовиков. Татарстан вообще один из лидеров в этом плане. Где каждый активист сейчас, который просто говорит о татарском языке, о культуре, он тут же под колпаком, и на него сразу набрасывается 20 всевозможных негодяев в погонах и без. Не так просто. Давит по всем фронтам. Давит. Но сопротивляются тихо, да? Кажется, что не ярко, не брутально, не кышкырып там кульмягертоп, но все равно это сопротивление есть. И смотрите, что пронесли идею суверенитета сквозь 4 века. Кто еще смог пронести эту идею? И в самых жестких условиях, находясь в середине так называемой Российской Федерации, в середине, не было никакой внешней поддержки, помощи. Никто не оказывал эту помощь. И неоткуда было прийти. Просто-напросто. Своими силами, с опорой на свои силы все это происходило. Мы не говорили, что мы часть Европы, мы хотим часть стать. Нет, мы те, кто мы есть. Мы мусульмане, тюрки, татары. И наши деды, бабушки пали шахидами на этом священном пути. Никто не помогал. Никто не помогал и в 90-м году. Абсолютно. И сейчас не помогает. Поэтому мы знаем цену этой борьбе. Знаем очень хорошо. Изнутри. Поэтому, дорогие друзья, Дуслар, мы выдержали тогда, выдержим и сейчас. Пессимизмом, я думаю, не стоит посыпать себя. Почему? Потому что есть прекрасные примеры того, как наши предки уходили из домов, вынуждены были делать хиджру, унося Коран, там какие-то небольшие пожитки, хлебушек, выживали, не просто выживали, а расцветали. Например, татарский капитал до революции, как говорил Столыпин, влиял очень существенно. Ведь большинство мечетей на территории Российской Федерации и медресе содержались татарскими баями, купцами. Татарские интеллектуалы, татарский джадидизм стал явлением в мировом исламском мире. До сих пор, куда они едут, в Казахстане, Кыргызстане, чтят джадидов, опираются на их
труды в Узбекистане, естественно. Мы много об этом говорим на канале на Татполите, на канале «Поистине». То есть было. И без барбар қалқып шығашақпыз. Мы вновь выстрелим, вновь расцветем. Но для этого надо понимать, что нужна ясная цель. Ясная, пламенная. И вы знаете, что МЦС шайтан дилер татарда. Безнадежен только шайтан. Он потерял надежду. У него нет, потому что ему обещан Джаханнам. Но мы-то прекрасно понимаем, что эмет Аллах Таалядан келеді. Поэтому мы знаем, что и эти события, и это пройдет. Но мы должны быть готовы. Мы должны быть готовы к тому, что Всевышний даст нам эту возможность. А Он даст, иншаллах. Аллаху бирса. Потому что сабр булган кишилерге ул бирә. С терпеливыми. Но не с терпилами, а с тем, кто, уповая на Всевышнего, эти трудности переносит. Не сдается. А мы не собираемся сдаваться. В Советском Союзе, во время советской власти, татары 5 раз, 4 точно, поднимали вопрос о союзном статусе Республики Татарстан. В 20-х годах, в 30-х годах при принятии так называемой Сталинской Конституции 1936 года, при Хрущеве в 50-х, 60-х, 80-х. И Горбачев обещал этот статус. Потому что по многим параметрам, в том числе по валовому региональному продукту, та СССР обгонял 7 республик союзных. А почему не дали? Сталин испугался. Сталин испугался, что Татарстан, Башкортостан будет выходить на Казахстан. Это будет мощной силой. И потом придумали норму. Она нигде не зафиксирована. Ее просто Сталин сказал. Татарстан и Башкортостан нет внешней границы. Соответственно, нет с Казахстаном, у которого была внешняя граница. И на основе этого статуса не дали. Вот этой придумки. А известно, что Сталин сказал. Как своих ушей не увидят татары. Но хорошо, работали. В 90-м году, как возможность появилась, небольшая щелка, тут же заявили о своем статусе. Потом пришел Путин. Нас тяжело винить в том, что разгромили политические республики. Но как вот против этой машины устоишь? Мы же видим, что происходит с Украиной. Бывает такое, когда Голиаф гордо ступает по земле, но находится свой Дауд, который прощой бьет ему в лоб. Будет такой. Я уверен, потому что это последнее издыхание этой эрзац империи. Я много раз говорил. У Татарстана много юридических оснований. Декларация о государственном суверенитете. Постановление Верховного суда Татарской ССР об акт государственной независимости. Это 91 год уже на следующий. Референдум 92 год. Там же Конституция Татарстана 92 года, спустя полгода, 6 ноября, да, где были подтверждены все эти основания. Татарстан не участвовал в первых всенародных выборах президента России в 91 году, мотивируя тем, что он теперь, что он не член РСФСР, не имеет к этому отношения. Татарстан не участвовал в голосовании Конституции 93 года и так далее. То есть получается, что мы свою-то линию гнули достаточно четко, выверенно. Ну да, конечно, не хватило силенок. А у кого хватает силенок сейчас? Ну вот, откровенно. Да, Украина бьется. Ну, давайте признаем, что без западной поддержки смогла ли бы она так отбивать атаки?
Я не говорю про доблестных людей, это бесспорно. Мы берем другое. Дипломатический, военный, технологический аспект этой поддержки. И все равно Россия давит, идет, прет, а Татарстану же никто ничего не обещал. Ну, какие-то разговоры, но это все разговоры в пользу бедных. Но это не говорит о том, что все безнадежно. Нет, надо работать. Надо работать и надо предпринимать необходимые усилия для того, чтобы объяснять урбе эт эрбе, урбе эт урбе, селу и городу, о том, что татарский народ один из тех народов многочисленных, который не имеет своей политической, государственной формы. Есть такие большие народы. Татар нету. Под 10 миллионов человек. Татары не входили в состав этой империи. Все время сопротивлялись. Почему же они не имеют права? Даже моральное. А историческое уж я не говорю какое. И как нашу историю переписывают. И как запрещают на языке говорить. Как запрещают религию. И все остальное. По каким таким основаниям мы должны находиться с этими узурпаторами и тюремщиками на одной поляне? Но это надо объяснять мировому сообществу. Мы должны формулировать свои политические цели и задачи. Теперь очень важно, что делать. Казалось бы, много красивых пафосных слов можете вы сказать. Ты постоянно артикулируешь. Янгратасом. А что делать-то? Я всегда говорю и настаиваю, что если мы не будем мыслить политическими категориями, то мы не сможем добиться цели. Мы должны постоянно политически артикулировать. Потому что любое политическое действие предполагает мышление. Мышление – это в том числе и саяси узан, то есть и политическое самосознание, тарихи узан, дини узан, религиозное самосознание. Они все идут в одной упряжке. Обретение своего политического суверенного статуса – это политическое мышление, его по-другому никак не назовешь. Что мы должны? Целеполагание, цель понятна, мы ее сейчас с вами определили, обретение нашего суверенного статуса. Второе, расчет. А как достигать задачи? Вот мы ставим большие задачи, и каждый для себя выставляет эти задачи. Сообщество, масалян, выставляет эти задачи. Вот семья, простая семья. Говорят, так, что делать? Вот что мы, маленькая ячейка, татар халқының бір кішкене генә как бы шылбыры, біз нишләргә тиешбез? Во-первых, есть семья. Татар тілінде сөйләшергә. Стараться говорить. Я понимаю, сейчас это очень трудно, потому что ни школ, ничего нет. Язык, который не имеет сферы применения, его тяжело поддерживать на плаву. Но мы должны признать и принять как факт. Не отворачиваться. Сейчас, да, конечно, процесс идет хороший, люди обращаются к татарскому, что он является формой нашей политической репрезентации. Что он отличает нас. Что он не язык коммуникации уже сейчас, а язык ангажированности. Я не скажу сакральный язык, может, это очень высоко, пафосно сказано. Но это язык нашего самоощущения, нашей идентичности обязательно. И вот в этом смысле мы должны знать, применять, как яхутляр, как еврей. Потеряли практически иврит, но у них иврит был языком и богослужения, и сакральности. И, соответственно, потеряли практически, но восстановили. Почему? Потому что уважение к языку было совсем другое.
что это язык, за который они умирали, бились, это язык их сакрального, так сказать, литургического действия, ну и так далее. Обязательно язык был рогатыш. То есть в формуле простых, самых таких базовых вещей, но он определяет. Второе. Конечно, дини и лалар. Мы должны понимать, что ислам является нашей частью. Культивировать обязательно. Третье, очень важно, историю. Изучать историю родного народа. Почему? Потому что это сильнейший инструмент, который заставляет человека... Я много людей знаю, которые были индифферентны к национальным делам. Потом они стали изучать историю, проникать и видели, как все это происходило. И понимали, что это будет уже предательство, если они возьмут и станут безродными манкуртами. История, почему они запрещают историю в России? Эти учебники бесконечно переписывают. Почему в советское время, когда даже я начинал учиться в школе, писали в учебниках истории гнетущая татаро-монгольская ига. И мне учителя говорили, вам должно быть стыдно. Я не приукрашиваю. Я стыдился, мне было стыдно, я был ребенок, что вот русский народ, славяне страдали, понимаешь ли. 300 лет страшного ига. Страшнейшего. Ничего себе страшнейшая ига. Полная автономия. Полнейшая автономия. Они расцвели. Это потом уже Гумилев хорошо расписал, что славянские княжества объединились не вопреки игу, а благодаря. Потому что Орда остановила их распри, они перестали там воровать, все остальное. Церковь вообще освободили от податей. Они брали политическую основу, политические институты Орды. Ну, видите, как в истории. Не заставляли, постоянно было стыдно. Было стыдно. Но человек, который не знает собственной истории, тот, конечно, не будет понимать многих процессов. Говорил и Ломоносов, да? Человек, не знающий, народ, не знающий историю, не имеет настоящего, не имея настоящего, у него нет будущего. Ну, даже посмотрите, что и Коран, и Инджиль, Евангелие, и Таурат, Тора, 30-40% это все повествование народов, истории народов. Почему? Потому что это устойчивая единица историческая, устойчивая, психоментальная, политическая, ну, сейчас говорят, культурологическая, языковая, географическая, в конце концов. Поэтому вот 3 этих базовых вещи. Да? Оберегать, сохранять, обучать, всячески, как говорил Гаяс Хакы, что милли магариф азатлыкка иң біріншіл адым. То есть национальное образование – первый шаг и важнейший шаг к национальному освобождению от гнета. Обязательно. Поэтому самообразование очень важно. Крепление связей, взаимосвязей также очень важно. Нужно вербовать своих сторонников. В хорошем смысле. Объединяться в эти сообщества. Размежеваться с оппонентами. Обязательно. Очищать свою сферу. Очищать свою среду от этих токсичных людей. Потому что их яд будет разъедать. Это очень токсичные люди, которые вот сидят на этих всех пропагандистах. И вы не успеете моргнуть, как они предадут вас первым делом. Павлики Морозовы это еще не закончились на этой территории. Как говорил Довлатов, я, конечно, понимаю, Сталин преступник, его преступления безоговорочны. Но кто написал 4 миллиона доносов? Говорил он. И нужно формулировать дискурс. И политический, и остальное. Создавать среды.
среды, экономические, взаимодействовать только со сторонниками, гуманитарную сферу. Это очень серьезно очищает. Это создает вот этот вот махит, вот эти вот джамааты, махаллалар, экстерриториаль махаллалар. В условиях города экстерриториализация махалле – это наш сейчас выход. Элек булган территориаль махалла, хазырги уақытта экс-жерликлі махаллалар, экстерриториальные. То есть вот мы с вами уже экстерриториальный махалля, мы говорим об одних ценностях, у нас есть одна общая задача. Мы собрались, что-то порешали, кто-то что-то это делает, помогаешь тому, выпускаешь то, и дальше расходимся. Это и есть экстерриторизация. Также, кстати говоря, протестантские первые общины в Европе смогли набрать ход и вес. Собирались под покровом ночи, первые вот в Голландии, особенно в Нидерландах. Первая община там, друзей Бога. Собирались, решали задачи, разбредались, ну, давали рабочие места своим и так далее. И через некоторое время все, протестантизм победил на это пространство. Да? Потому что если мы не будем работать над собственным самосознанием, то тяжело потом будет вообще в целом говорить о том, что мы как цельность, как ядро. Вообще необходимо вот это мышление наше развивать, конечно, потому что это связано не просто с актуализацией нашего мышления. Оно связано с формированием политического, с большой буквы. Политическое – это по-настоящему очень серьезная вещь. Очень серьезно. Те, кто мыслит политическими категориями, они имеют особую экзистенцию. Абсолютно. Политическое выковывает из себя проект. Потому что я мыслю политически. Я уже понимаю, как я должен и как я буду выстраивать некий проект. Это мало, так сказать, объяснимая вещь, но она присутствует как некое содержание вот этой урановой радиации. Да, вот оно есть и все. Ты входишь вот в это поле силовое, политическое, и ты начинаешь понимать, как оно преобразовывается, как оно преобразовывает себя. Всякий проект должен переходить на системные, опять-таки, рельсы. Четко расставлять приоритеты, там, цели, задачи и все остальное. Намечает координаты, стратегии и тактические действия. Потому что я писал об этом. Важно начать. Потому что, например, даже в греческом языке есть слово «архе». Да, от слова археологии там, и так далее. Это и начало, и древность, это и власть. Анарх, да, без власти, так называемый. То есть, как только мы политически начинаем мыслить, действовать, то мы обязательно обретаем власть. Что такое власть? Власть – это чистое волеизъявление свободы, суверенность. Мы должны, был такой французский философ Батай, с татарскими корнями, естественно, не Бабай, а Батай, Жан Батай. Так вот, он говорил о суверенном субъекте. Вот если мы возьмем на вооружение сам принцип суверенности, личности субъекта, как метафизическую данность и метафизический вектор, Иманум Камиль, вы увидите, что впоследствии небольшая группа этих суверенных субъектов станет таким фактором. Ну, конечно, это приписывают Ганди, но это говорил не Ганди. Это написал один английский публицист. Вывел такую формулу. Она рабочая. Сначала они вас не замечают. Потом они с вами борются. И потом вы побеждаете. Этот путь необходимо пройти. Он трехчастный, трехаккордный. Но он всегда приводит к одному, к победе. Обязательно. Хотя, знаете, какая интересная вещь?
Вот я нахожусь в Турции. Сегодня братского турецкого народа тоже праздник. Зафар Бейрам. Праздник Победы. День Победы. Понимаете, какая синхронизация важная. Почему? Потому что мы находимся в одном историческом и политическом поле. Это синхронизирует нас в едином такте. Поэтому я более чем убежден, если мы будем системно работать, двигаться, сохранять свою идентичность постепенно, то мы добьемся своих результатов. Иншаллах. Были империи могущественнее, как сказано в Коране, Аллах Субханаху ва Тааля шулайдой. Ведь были народы и были цивилизации, которые преуспевали больше, чем нынешние, которые взрыхлили землю больше, чем нынешние. Но слышишь ли ты от них хоть шороха? Нет, они ушли все. Россия – это просто, хоть и монстр внешний, но на глиняных ножках. И эти глиняные ножки, мы видим, тают. Необожженная глина. Оно падет, рухнет. Ведь и я вам скажу так. В 1916 году, настроения были, знаете, какие, что сейчас Санкт-Петербург, тогдашняя столица Российской империи, разрывает всех на фронтах Первой мировой. Ну, тогда не называли Первой мировой. Просто война. Настроение черносотенцев, монархистов и прочих деятелей имперского дискурса, они просто ликовали. Буквально через полгода все это рухнуло. Революционный опыт тоже важен. Его надо изучать, его нужно понимать, его нужно создавать. Мы должны быть в центре всех исторических событий. Мы. По-другому никак. В 1900 году, в 1990-м, извиняюсь, 91-м. Ну вот в конце 80-х, вот спросите, я много спрашивал аксакалов, уважаемых ученых, людей, которые мастодонты мысли, с большим жизненным и политическим опытом. Были ли они убеждены в том, что развалится Советский Союз? Нет, говорили они. Думали, что да, вот Горбачев пришел, ускорение, гласность, перестройка и так далее и тому подобное. Но никто не верил, что это все раз и исчезнет. В одномоментно. И здесь может случиться подобное. Может и случиться, потому что нету никаких базисных, структуроопределяющих форм и элементов, которые бы поддерживали этот сгнивший остов. Но нету. Все уничтожено. Все. Ведь Советский Союз был мощнее и экономически, и политически, и общественно. Была КПСС. Были искренние люди, члены этой партии. Я вообще знавал одного человека, который в 90-м году вступил в КПСС. До этого ходил членом, кандидатом в члены КПСС, был и такой. Да, он искренне верил, он мне говорил, искренне верил. Партия, все такое. Совесть, ум и честь, да, народа. А сейчас же нету. Ну, нету ни одного члена Единой России, который бы искренне верил в какую-то особую миссию и статус этой самой дебилоидной структуры. Ну, нету таких. Даже среди, вот, что называется, двухизвиленных людей нету.
А тогда было, тогда, как бы там ни было, были социальные лифты, мобильность какая-то, все такое, гласность там. Сейчас ничего нет. Ну, просто нету потенциала к тому, чтобы это долго жило. И может случиться так, что обрушится. Обрушится. И если мы будем не готовы, то возможно, что новый реванш просто отберет у нас эту возможность. Ну, давайте, тут несколько вопросов есть, дорогие друзья. У нас есть максимум 10 минут. Шамакура. Вопрос. История татар за последние 100 лет. Революция 17-го года. Татары спят, распад СССР спят. СВО татары спят, когда уже проснемся. Я не согласен. Никто не спал. Никто не спал. И 100 лет назад были свои как раз-таки проекты Идель-Урал, и мощное, так сказать, объединение тюрков-мусульман, и были депутаты свои татарские, и активно выступали и за рубежом, и даже финны, когда обрели свою независимость, благодарили татар за то, что их депутаты, будучи депутатами Государственной Думы, а у финнов не было своих представителей, выступали за предоставление независимости финского княжества, тогда Великое Финское княжество оно называлось. Были мощные процессы, вы что? Проиграли, да, ну вот распад СССР, тем более, я вам перечислил, тем более, да, мы, конечно, и в авангарде были как латыши, эстонцы, грузины, азербайджанцы, казахи. Это все-таки была уже так союзная республика, у них статус уже был государственный, и они все-таки находились на окойме СССР. Но я вас уверяю, там уже первый съезд в ТОЦ был проведен в 1988 году, если не ошибаюсь, в 1988 году. И там вот все эти документы были изложены уже тогда. Поэтому не все так просто. Надо просто изучать, понимать. Нужно, как я уже говорил, расширять, не замыкаться, наоборот, в своей повестке. Это как раз мешает. Не замыкать, объединяться и с народами, и формулировать общие задачи, обязательно быть лидерами. Миниханов и Шаймиев слили татар. Специально зомбируют и дебилизируют песнями, плясками Сабантуй. Конечно, песни, пляски, сабантуйщина – это все форма подавления нашей политической воли. Говорят, вот же вам, ну что вы ноете? Вот вам чак-чак, вот вам сабантуи бесконечные. Деньги уходят туда просто. Ну, есть вот федеральный сабантуй, есть местный сабантуй, детский сабантуй, всероссийский сельский сабантуй, был еще международный, но сейчас, понятно, они не выезжают. И все. Но это не нация, это фольклор. Он может и нужен, но мне, например, это к чертям не сдалось. Надевать эти потешные колпаки и, так сказать, танцевать. Камера снимает, все красиво, вот видите, что вам еще надо? Нет, ну, нация – это не пляски и танцы. Это форма политической репрезентации раз, образование два, свое право на суверенность три и право на достоинство 4. А там уже мы сами будем определять, танцевать нам или что-то другое делать. Плюс ко всему, я вам говорил, что изначально сабантуи были у тюрков, у татар в частности, формы, когда действительно те, кто занимался сельским хозяйством, они собирались. И сабантуи это были джиины, курултай, где собирались люди, сообщества, там аула, значит, кёя или еще чего-то. Решали текущие задачи. Вот есть действительно насущие задачи. Там кто-то нападает, еще что-то. Там кому-то помочь. Решали, а потом выделяли время, что называется, делу время, потехи час.
Көңіл ашаларында 2 сағат. Все. А тут развели Сабантуй, значит, вот, цирк Шапито. Нет. Это было политическое действие Сабантуй. Политическая форма. Это был полис, агора, как хотите, да? Алан. Алан — это и есть агора греческая, где собирались жители полиса и решали свои проблемы. Это и есть прямая демократия, прямая власть. А вот чтобы изъять этот принцип прямой власти, прямой демократии, ввели Сабантуй, еще и спевает сейчас там народ. Почему по татарским каналам не вещают таухид и татарскую историю? Да потому что они находятся в руках, сами знаете кого. Там все под контролем. Это не говорит о том, что эти люди не хотят там, кто работает. Там очень много достойных, благородных, патриотических, настроенных людей. Я знаю многих из них. Но не дают, естественно. Вы что думаете? Там сидят такие комиссары. Помните, а в комнатах наших сидят комиссары, и девушек наших ведут в кабинет. Был такой романс. Поэтому надзор тотальный, как в советской власти, при совете даже хуже. История так вообще понятно же, потому что история — это мощнейший фактор политической и этнической мобилизации. Они так и говорят, когда запрещали татарский язык, говорили, что на основе татарского языка татары совершают этническую мобилизацию. Ну нифига себе. Этническую мобилизацию. То есть ты не можешь быть татарем, ты не можешь объединяться, да? Вот русский мир — это, пожалуйста, мобилизуй сколько хочешь. А вам не, вот танцуйте, пляшите на Сабантуй. Руслан, Зур Рахмет Эшичин, Сизгар Рахмет. Как ты думаешь, как нужно реформировать татарский язык? Нужно ли вводить латинскую графику или вернуться к арабской вязи, чтобы язык стал объединяющим фактором всех татар? Ну, я как-то высказывался, конечно, за эти годы, за эти десятилетия серьезно деформировался язык. Большевики очень серьезно, ну, советская власть, так называемая, постарались. Вы знаете, что 10 тысяч слов, связанных с религией, с дином, с дискурсом глубоким, так называемым философским, метафизическим, поэтическим, были изъяты из нашего языка, из лексикона. Ведь столетия назад, когда переезжали біздің әдипләр без мында, Түркияге, Аяз Хақи, Садри Мақсуди, һәм башкалар. Алар бит бер телдә күнәштылар, алар бит бер телдә сөйләштеләр. Они говорили на одном языке. Это был единый язык. А потом реформа языка здесь, в советское время. То есть мы понимали друг друга очень хорошо, все тюрки, казахтар, кыргыздар и так далее, и так далее. Все хорошо друг друга понимали. Но сейчас это разные языки, потому что они сознательно разделили нас. Поэтому реформа нужна. От латинского, да, форма, я считаю, что арабская вязь наиболее оптимальная. Но, возможно, нужны, конечно, переходные формы через латиницу. Почему? Потому что весь тюркский мир сейчас на латинице. Казахи переходят, турки, туркмены и так далее и тому подобное, да? Мы обязательно, иначе мы опять отпадем, опять мы будем просто вот в стороне. Мы должны быть единым целым. Бердамлик такиш, как говорится. Так, ассаламу алейкум, США поздравили, значит, они признают суверенитет. Ну, я, к сожалению, не знаю, с чем они поздравили. Если с Днем суверенитета, то, ну, отчасти может быть. Я и говорю, что нужно работать, нужно создавать лоббистские структуры, говорить, писать, формулировать, и обязательно. То есть это вопрос всегда вашего или нашего совместного деяния, соработы. Эшчандлик, да, сообщество, соработы. Хамбашха, сокооптация. Поэтому, если мы не будем об этом говорить, никто об этом знать не будет. Поэтому нам нужны свои синктенки, интеллектуальный центр, мозговые центры и так далее и тому подобное. Нам нужны свои медиа, нам нужны свои юристы, нам нужны свои социологи, свои политологи, свои спикеры,
там, которые говорят на нескольких языках, могут выступать на различных площадках, на различных медиа. Понимаете? Но все это должно объединять некий вот центр, из которого все это будет исходить сетями. Я сторонник сетевого сообщества, вы знаете. Пока что в этом плане у нас не все так хорошо. Не все так хорошо, но нужно стремиться. Шуңа күрә, газиз дусларым, бик зур рәхмәт сезләргә. Тагын бер кат олуг бәйрәмебез белән котлыйм. Иншаллах, Алла бирса, азатлык булыр. Һәм дәген Татарстаныбыз һәм милләтебез яңа уңышларга, сәяси уңышларга беренче чиратта ирешер. Шуның өчен без эшләргә тиешбез, көч куярга тиешбез һәм дәген тик тормаска, пессимист булмаска. Чөнки хәрәкәттә бәрәкәт. Исән сау булыгыз.